Добрый день, дорогие гости, дорогой Сергей Трофимович. Наверное, можно сказать о том, что сегодня мы открываем необычную выставку. Необычную выставку не только для нашей галереи, но необычную выставку вообще. Впервые мы представляем читхан не как музыкальный инструмент, а как произведение искусства. Сегодня еще будут говорить об истории читхана, о том, сколько по времени этот музыкальный инструмент существует. И я думаю, что многие сегодня, живущие даже здесь, на территории республики, и в принципе немного знают об этом инструменте, не знают о его формах, размерах, количестве струн и так далее. То есть, в принципе, это инструмент достаточно удивительный, уникальный. И сегодняшняя выставка позволит увидеть читхан разный. В дополнение к читханам мы представили здесь небольшую экспозицию работ из нашего фондового собрания, которые, по нашему мнению, дополнят читхан как произведение искусства. Это работы, которые отражают ту историю, то культурное наследие, которое сохранилось здесь, на территории от наших далеких предков, которые жили здесь на протяжении многих веков. Хочется поздравить Сергея Трофимовича с открытием выставки, с тем, что выставка состоялась, с таким дебютом, пожелать творческих успехов, вдохновения, не останавливаться на достигнутом, делать как можно больше читханов. И мы, картинная галерея, со своей стороны готовы всячески способствовать, помогать тому, чтобы выставка стала не единичной, а была показана, ее смогли увидеть люди в разных уголках нашей республики, юга Красноярского края, на других музейных площадках. Спасибо. Спасибо, Алексей Юрьевич. Но мы продолжаем. Сергей Трофимович Черков родился в селе Аскиз. После окончания школы поступил в музыкальное училище. После завершения обучения активно включился в концертную деятельность, а также в изготовление читханов. И об этом подробнее нам расскажет искусствовед, научный сотрудник Абаканской картинной галереи Хидиекова Ирина Кононовна. Пожалуйста. Потому что мне так удобнее, мне так легче. Да, конечно. Дело в том, что, конечно, вот сегодня много музыкантов, что очень приятно. И, конечно, очень многие музыканты играют на инструментах Сергея Черкова и знают цену этим инструментам. Так же, как мы знаем цену того, как идет на сегодняшний день возрождение читханной музыки. Я говорю, что в читханной музыке, вот готовясь к этой выставке, работая с Сергеем вот совместно над тем, вот, что он представляет, я провернула очень большую работу, изучила историю появления такого типа инструментов у многих народов, особенно народов Азии, и пришла к замечательному выводу, который совпадает с точки зрения такого известного археолога, моего учителя в аспирантуре Михаила Петровича Грязнова, который написал замечательную статью «Память изобразительного искусства первого тысячелетия до нашей эры», как отражающее то, что именно в это время, то есть 2 тысячелетия тому назад и еще раньше, на территории Сибири, у многих народов Сибири, уже был героический эпос. А поскольку был эпос, значит, были исполнители, а раз были исполнители, следовательно, они исполняли на чем-то. И вот таким образом получается то, что, вот допустим, аналоги читхана у японцев, кото называется, они такие полые, они украшены, они все берут у других народов, но с удовольствием и с успехом переделывают как свое. У них это чисто японское качество. Но прежде они появились, вот эти инструменты, которые носили название сэ у японцев, у китайцев, которые исполняли, которые делались, значит, из долбленного дерева куска. Вот, они украшались нитками шелка,
И можете себе представить, какой был звук, какое было звучание. И вот, но это все появилось гораздо позже, то есть это уже наше время, то есть это первое тысячелетие нашего времени, нашей эпохи. А у народов Южной Сибири, конечно, может быть, не совсем такие, как сейчас, но они уже были. И при этом, вот хакасское слово есть хл, да, струна. Хл – это точное воспроизведение волоса конского хвоста. И вот в Трошке Чохчалалда есть единственный экземпляр старинного четхана. Вот хорошо, что этот дом не сгорел. Вот, и где вот мы снимали там в свое время на фото и так далее, там единственное сохранился вот такой долбленный четхан, который, струны которого сделаны из волоса конского, то есть уже исполняли, то есть совсем недавно уже исполнители исполняли вот таких инструментов. И получается, что вот эти все, на всех этих инструментах старинных, там, скажем, цитерн у немцев, который является, ну, вот таким названием кефары древнегреков, такого же типа, или гусли в древнерусском искусстве музыкальном, они сделаны, то есть они появились в IX веке только нашей эры. Вот, и, как правило, у нас почему-то считается, что пишут, значит, четхан из цитровых. То есть, а на самом деле цитры, они появились гораздо позже, то есть вот оно в наше время практически. И вот поэтому дело не в том, что вот хочется там удревнить там этот памятник действительно искусства на самом деле, а просто то, что четхан является на сегодняшний день, на мой взгляд, символом музыкальной культуры вообще хакасов с древности, средневековья. Вот в многих памятниках изобразительного искусства первого тысячелетия вот есть, например, изображение битвы и в то же самое время, или, например, два всадника под деревом, а на коленях у одного из них лежит нечто напоминающее вот этот музыкальный инструмент. То есть это говорит о том, что он известен очень давно. Очень давно. И вот сегодня представленные Сергеем Черковым вот инструменты, они имеют разные, то есть они разных видов. Да, то есть, конечно, четхан связан прежде всего со сказительством, с героическим эпосом, потому что героический эпос, то есть искусство хайджи, это синтетическое искусство. Вот оно, то есть, синтетически соединяет в себе роль исполнителя, декламатора, да, роль рассказчика, роль исполнителя на музыкальном инструменте. Это гортанное пение хакасский. То есть вот как всякое, все, что из древности, оно носит такой синкретический характер, и это очень характерно. Сегодня мы, конечно, с удовольствием слушаем наших совершенно замечательных музыкантов. То есть Евгению Лукбашева, там Александра Саможикова, Славу Кученова, там Олег Чебодаев, многие исполнители, которые, ну, то есть они доводят до совершенства, так же, как до совершенства доводят свое искусство, между прочим, изготовления четханов и Сергей Черков. Здесь представлены разные формы. То есть есть четхан химе, то есть лодка, четхан хухас, это лебедь. Да, вот здесь увидите. Есть четхан пасхах, лестница. Вот у него не готово, правда, вот он не успел. У него есть двусторонний четхан, четырехсторонний четхан. Четырехсторонний четхан, представляете? Это совершенно какое-то вот... Он работает над созданием короткого четхана, с тем, чтобы, конечно, сегодня четхан уже является непременным инструментом там, в симфоническом там, ансамбле, да, для исполнителей. И поэтому само существование четхана, расположение там музыканта не на полу, а на стуле, требует какого-то другой модификации четхана. Этим занимается Сергей Трофимович, очень успешно, кстати. И вот я думаю, что он создает вот такого небольшого размера четханы, чтобы они носили концертный характер, легко переносить, меньше древесины, но по звукоизвлечению
они будут более совершенными. Я знаю прекрасно, как он работает с материалом великолепно. Лиственница, кедр, у него долбленый, между прочим, четхан есть. И я думаю, что он долго сушит. То есть, ведь сама сушка, сам процесс сушки материала, это тоже очень важно для звукоизвлечения, для звуковоспроизведения. И поэтому вот мне хочется сказать о том, что, конечно, сегодня четханная музыка, вот у многих народов есть такая традиция. Вот я всегда восторгаюсь нашими соседями, ближайшим тюркским народом, якутами, которые так умеют подать вот все ценное, которое у них сохранилось, они вытаскивают из древности. Понимаете, вот, например, они устроили пляску, то есть у них такой танец, якутский танец, который одновременно танцевало несколько тысяч человек. Представляете, вот такими огромными кругами, и они с этим вошли вообще как памятник искусства Алонха. Вот я считаю, что, вот, может быть, кому-то это покажется несколько бредовой такая идея, но мне кажется, четханная музыка, вообще гортанный хай, вот гортанная музыка хай, у народов Южной Сибири и у хакасов, в том числе, естественно, это искусство импровизации необыкновенной. Когда слушаешь Евгения Улугбашева, вот, то есть вот там так много импровизаций. Или Сибдей Том, например, мне очень нравится вообще его выступление, потому что вот они несут, вот действительно сохранили вот эту синкретичность нашей культуры, наших ценностных ориентаций нашей культуры. И вот поэтому я считаю, что если бы, вот скажем, огромный коллектив четханистов, а их же у нас много, многие обучаются, собрались вместе на каком-нибудь там празднике, тунпайраме, вместе исполнили. Ведь, собственно говоря, вот знаете, четханная музыка, она звучит как импровизация, как американский джаз, где можно импровизировать, где можно друг друга там, понимаете, вот с друг другом разговаривать с помощью этой музыкальной культуры. Если бы вот такое явление вообще у нас было, вот мы бы тоже вошли вообще как нечто, что будет ценностью вот нашей культуры хакасской, и вполне мы можем стать такими, так же как якуты, вот скажем, со своим Алонха, героические сказания. У них же целый институт Алонха есть, понимаете? У них целые, вот они устраивают такие праздники роскошные, когда все вместе танцуют. А у нас есть с вами горловое пение, у нас есть игра на четхане, которая тоже, на мой взгляд, является величайшей импровизацией. Поэтому можно действительно устраивать такие праздники. Это будет вот нечто такое, что мы должны вообще принести в этот мир. Конечно, Сергей Чирков, у нас работает и другой замечательный инструменталист, это Петр Топоев. Вот они так настолько органично друг от друга независимы и в то же время вроде бы занимаются одним делом. То есть они делают реконструкцию, делают музыкальные инструменты. И мне кажется, вот скажем, у Чиркова это четхан, это, ну, у него есть еще, он делает бубны великолепные, причем звучание там такое великое. Вот. И я еще вот о чем хочу сказать, о том, что он не просто исполнитель, так же, как Петр Топоев, исполнитель, ну, вернее, мастер по изготовлению, он еще великолепный музыкант. И вот вместе с Юлечкой, своей дочерью, они были и в Японии, в Окинаве, они были в Соединенных Штатах, в Калифорнии. Между прочим, здесь тоже их гость, который изучает четханное дело вместе с языком. И мне очень приятно, что он тоже сегодня пришел к нам. Вот, и он тоже будет исполнять. Тут у нас вечер будет ночь музеев. Он тоже будет исполнять вместе с ними. И вот, понимаете, они часто выступают, они были в Голландии, Польше, но это все знают. Вот, но их часто приглашают в Санкт-Петербург. У меня там есть группа вот, любителей музыки, причем этнической музыки народов мира, и в том числе большие любители музыки вот этой замечательной пары. И очень многие из них,
они не просто там слушают и любят их слушать. Многие из них связаны с ними просто такими, приезжают в Хакасию, через эту музыку они знакомятся. Некоторые по несколько лет, вот такой есть пара художников, Азат Миникаев и Наталья Меремцева. Они объездили с нами там всю Хакасию, они очень любят эту музыку. Написано очень много работ по теме Хакасия, понимаете? Вот, пожалуйста, вот есть у нас замечательные гости из Калифорнии, Джефф Брэдис, который изучает хакасский язык, но хакасский язык – это необходимость вообще для того, чтобы изучить хакасскую культуру. И вот, понимаете, вот это связи, которые он поддерживает, таким образом притягивает. И вот я считаю, что у нас, мы почему-то не умеем ценить то, что вот у нас рядом с вами. Да? Вот сегодня, перед тем, как еще с утра, у нас здесь была группа ветеранов из Дома ветеранов. И они пришли на выставку на 2-м этаже. У нас выставка Георгия Сагалакова. Но я их пригласила еще сюда, потому что здесь был Сергей с Юлечкой. И они им как бы исполнили несколько таких композиций. Они просто были в восторге. Там один там ветеран, старенький, еле ходит, он на 2-й этаж даже не мог подняться. Но, правда, он мне сказал, что недавно женился на молодой, там в Доме ветеранов. Он написал даже отклик, вот, понимаете, ему так понравилось. Вот, и почему мы это не знаем, они говорят, понимаете. И вот, конечно, у нас нет вот такой культуры, когда мы можем пригласить какой-то коллектив исполнителей, допустим, вот, традиционной музыки. Мне кажется, вот это все должно возродиться. И я, конечно, сердечно поздравляю Сергея с этой замечательной выставкой. Вот, и думаю, что люди оценят все, что здесь есть. Вот, и эта выставка дает нам возможность расширить представление не только о хакасских музыкальных инструментах, а, знаете, расширить представление о возможностях. А как звучит эта музыка с древности? Можете себе представить, как звучало, например, вот эти струны из конского волоса? То есть, наверное, они были, может, более бархатистыми, может, они вот передавали такое, имели такую интимную глуховатость, я так полагаю, просто по звучанию, правда же? Но все это в руках Сергея, и вот такие инструменты, у него есть заготовки, он просто не успел сегодня их принести. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, ладненько.